Привет, друзья! Как ваши дела? Сегодня я хочу рассказать вам про понимание в целом, ребята. Понимание это в стрельбе является самым ключевым фактором, так же как и везде. Без понимания вообще невозможно стрелять. Что это значит, ребята? Для того, чтобы понять это слово понимание, не надо ходить к гадалке или куда-то, да я вообще не рекомендую. Понимание это когда вы полностью всасываете весь смысл в себя. И не нужно стоять, гадать. Почему я начал с темы понимания, ребята? Потому что понимание это в стрельбе невозможно взять в общую массу, сказать вот новичку, вот на, держи, стреляй сразу. Он, конечно, будет дергать, но человеку желательно все раздробить, все детально рассредоточить и каждый этот блок разжевать. Когда человек сможет каждый блок этот впитать и применить на практике и увидеть, что это действительно работает, он согласится с этим и будет уже это хорошо применять, использовать. Не для того, чтобы так себе пойдет, да? Лишь бы там пошло, там первый сорт не брак, а до профессионализма. Почему вот на курсе я рассказываю, нужно не только встать в стойку, очень много фрагментов стойки, ребята, почему нужно держать на нуле, на груди, почему держать цевьё, придерживать кончики столов на уровне носа, почему не на животе, почему нужно захватить мишень после того, как ты сказал дай, почему нужно сказать не кричать дай, а сказать спокойно дай. Почему нужно с этого положения поднимать медленно для зрения? И почему не быстро? Понимаете? Почему нужно делать поводку после того, как ты сделал замок на одной дистанции, а потом уже нужно осознанно отходить от мишени? Почему нужно уделять меньше внимания мушке или планке? Почему нужно провожать после нажатия, почему нужно медленно нажимать на курок, ребята? Везде есть свои ответы. И вот эти вот каждые блоки человек не в состоянии понять, когда ему дают сразу на ешь это, понимаете? Он не сможет это за раз заглотить. Поэтому очень важно есть слона по кусочкам, дробить, прояснять, давать. Вот прямо мне, например, хорошо усваивается как на яблоках, на детских простых яблоках. Когда нету никакой теоремы, там каких-то сложных заумных слов, все очень просто. И главное, когда человек сможет это действительно понять, он уже сможет это хорошо применить, станцевать. Он может дальше уже делать какую-то практику. Человеку невозможно прийти на стенд, тренер станет с ним и будет говорить там полдивана вперед, там огурец вперед, колбаса вперед, и говорить, почему ошибся, почему промазал, почему не обогнал, почему не был спереди. Акцент внимания на негативе, ребята. И человек, скажем, разом, он не может воспринимать информацию, когда он мажет, и когда он мажет, внимание его направляет внутрь, понимаете, особенно новичкам. Поэтому этот подход крайне как бы некорректен, так я бы сказал. Ну, конечно, я понимаю, что вы мне задаете вопрос, а как тогда, если человек мажет, что, акцентировать на... Говорить ему молодец, что ли, когда он промазал? Нет, ребят, есть свои факты, но тем не менее новичку это очень рано. Когда человек встал, допустим, он даже двумя глазами не умеет стрелять, он технологию глаз даже не знает как научиться, например, смотреть пространственно, понимаете? Или смотреть, например, пространственно, это когда вот ты смотришь вот так вот, без какого-то фокуса. Или, например, смотреть фокусом. Такие вот вещи, такие идеи есть в каждом блоке. И каждый блок нужно прожевывать до понимания. И только после этого переходить на следующий блок, после того, как человек понял. До этого это будет просто каша. И человек эмоционально, когда он стреляет, я не говорю про стрелков, которые вот только-только пришли на стенд. Я даже говорю про кандидатов мастеров спорта. Их бросает, понимаете, там внутри все ёкает эмоционально. Там кто-то пришел, допустим, сзади стоят, смотрят, непонятно, то ли болеют, то ли наоборот, как бы, да, влияют негативно.
Поэтому везде есть свои лайфхаки, рецепты, как сварить этот борщ душевно. Вместо того, чтобы на картошке была кожура, видно, что нет души, нет внимания, да, в приготовленном как бы борще. Там жира мало, мяса мало или чего-то вообще, свеклы не хватает. Везде, ребята, есть свой рецепт. И самое главное, это нужно понимать, ребята, и предоставлять данные человеку в том объеме, который он может взять, не используя научные термины, сложные слова, а сделать это как взрослый ребенок, понимаете? Тогда человек легко понимает и может дальше это уже применить в жизни. Если вы согласны со мной, ставьте лайки, если не согласны, дизлайки. Но тем не менее, ребята, такое вот видео обязательно качайте, прокачивайте себя, всегда обучайтесь. Правильные данные, правильная теория и много-много-много практики. До скорой встречи, увидимся.